величия и совершенства, счастливой жизни во дворец, дух, воплощенный для блаженства, вся мудрость, всей вселенной разум, источник, что не иссякает, вы часть и целое, все сразу, и сила, что не увядает, энергии свод бесконечный, и, наполняя все пространство, любви поток несете вечный, гармонии и постоянства. Вот такие строки мне сегодня хочется посвятить главному действующему лицу, тому человеку, который выйдет буквально через пару минут на эту сцену. У него часто спрашивают, когда же ты все успеваешь? Все, что он делает, вот успеть это просто невозможно. И наверняка у него есть секреты, он, возможно, умеет расширять пространство, сжимать время. Это действительно так, и на вопрос, когда он все успевает, он отвечает: я просто никогда не останавливаюсь. Но что б ни случилось сегодня с погодой, день изо дня, как всегда, год от года, встаю рано утром и на тренировку иду. Это строки главного героя сегодняшнего вечера. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодняшний вечер очень необычный. Мы встречаемся, как вы уже поняли, с очень интересным человеком, и наверняка многие уже не случайно попали сюда, в этот зал, с человеком, в котором воплотились, на первый взгляд, казалось бы, несовместимые вещи – спорт и творчество. Хотя, кто знает, может быть, это действительно и совместимо. Возможно, он сегодня об этом, даже скорее всего, он сегодня об этом расскажет. Итак, из бокса к лыжам, от сварщика до главного тренера сборной Республики Коми по лыжным гонкам вели дороги этого человека. Итак, встречайте, мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр, многократный чемпион России, главный тренер сборной Республики Коми по лыжным гонкам, музыкант, автор, исполнитель и просто хороший человек Андрей Нутрихин. Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы сегодня пришли. Такое феерическое представление моей персоны, что даже не знаю, как начинать теперь. Сегодня, действительно, как сказала моя прекрасная ведущая, вечер немножко очень такой необычный. Сегодня мы попытаемся объяснить или понять, кто же такой человек, спортсмен, чемпион. То ли это звезда, до которой невозможно дотянуться, то ли это звезда на небе, то ли это человек, с которым можно поздороваться за руку на улице, хлопнуть по плечу и сказать: «Привет, дружище!» Кто он такой? Как он шел по своему жизненному пути, по спортивному пути? Об этом сегодня будет мой рассказ. Итак, наша беседа, или наш концерт, или наша встреча называется сегодня «Путь спортсмена». Аплодисменты. Итак, представьте. Город Воркута, 67-я параллель, заполярный круг. Маленькие карликовые березки. Мальчишка переступает порог Дворца пионеров. Открывается дверь, если вы помните, вот старшее поколение сидит, знает, такая, значит, ручка железная, деревянная посередине, и вот такая вот резная, большая. И когда маленький человечек открывает эту дверь, так с трудом тянет и никак не может ее открыть, переступает порог, и такое большое пространство вокруг. Везде шум, гам, дети бегают туда-обратно. Тренеры ходят. С правой стороны спортивный зал, слева плавательный бассейн, вверх по лестнице
влево зимний сад и автомодельный кружок, вправо фотокружок и авиамодельный и актовый зал, где когда-то его приняли в пионеры. Вниз по лестнице гардероб, картинг, автомодельный и судомодельный кружок. Ну, конечно, спортивный зал, правильно. Пошел, разделся в гардероб, все. Спортивный зал заходит, опять открывается дверь. То же самое, все везде кипит. Все уже тренируются. Справа тренируется художественная гимнастика. И вдруг слева тренер: отходи, дай разбег. Уже мальчик готовится к опорному прыжку через коня, гимнаст. Где-то посередине там фехтование занимается, секция фехтования. А мои боксеры, они там, вот, потому что груши где-то в углу висят. Я не знаю, как туда пробраться, думаю, как же пройти. Начинаю потихоньку идти среди всех этих секций, куча народу, и вдруг приземление. Гимнаст приземлился. Иду дальше, открыта дверь тренерской. Тренер сидит: ну что, перчатки принес? Перчатки, говорю, принес. Он говорит: ну вон, возьми, там на полке лежат 3 пары осталось. Естественно, те, которые остались, перчатки, они все такие сбитые, старенькие. Взял их, они все вот такой, войлок весь такой там, скукожился. Давай быстро на разминку. И вот так вот начинает, наверное, каждый мальчишка. Таким образом, я прошел по всем вот этим секциям в Дворце пионеров. И да, от одной секции шел к другой. Из бокса шел на плавание, на автомодельный кружок, на авиамодельный. Все это, конечно, очень интересно было. И в один прекрасный момент замечаю, что-то моих друзей нету. Естественно, в детстве все ходят с друзьями гуляют, правильно? Где мои друзья? Они говорят: а мы на лыжную базу пошли, нам там лыжи выдали. Думаю, ничего себе. Почему меня не взяли? Я говорю: я тоже на лыжи хочу. Вот прихожу я на лыжи и, значит, тренеру говорю: я тоже хочу заниматься, я весь класс обогнал в школе. Он говорит: ну ладно, давай, вот тебе лыжи деревянные, давай посмотрим, как ты катаешься. На тренировке проезжаю круг, 2-й, 3-й, и как любой ребенок жду оценки, как же я катаюсь, хочу узнать у тренера, как каждый круг проезжаю. И хочу узнать у него: ну что, как там? Молча, конечно. В итоге тренер ничего не сказал. Прихожу на базу, говорю: ну как, вот это, вот, вроде бы я все-таки целый класс в школе обогнал. Тренер мне говорит: слушай, ну ты знаешь, катаешься ты так не очень, ты, в общем, нам не подходишь. И вообще, что ты так поздно пришел? А пришел как раз в это время, вот когда сейчас октябрь, раньше в Воркуте на снег мы становились где-то, я посмотрел в спортивном дневнике, где-то 1 число октября, как раз в это время. Я помню, 4 октября у меня записано в дневнике, снега по пояс уже. То есть мы катались там, вот старшее поколение не даст соврать, раньше снег выпадал гораздо по времени, как раз вот в это время. Вот я тогда и пришел. И меня настолько это зацепило, как тренер мне сказал: ты нам не подходишь, дорогой друг, на лыжах ты вообще кататься не умеешь. Самолюбие настолько мне зацепило, что я начал ходить каждый день. И как известно, если начинаешь заниматься одним делом, то, конечно, результат положительный, но просто обязательно будет, не может его не быть, он обязательно будет, результат расти. Вот. И, значит, великолепно в один прекрасный день, каждый день уже, по речке, у нас такой косогор был, спуск, на речку спускаешься, мальчишка шпарит на лыжах, по лыжне против ветра, красные щеки, сопли до колена, все без разницы. И развернувшись, расправив руки вот так, олимпийку, ветрище дует в спину, и как на парусе по лыжне едет довольный. В общем, северный суровый характер, северный ветер, нет деревьев, сплошная такая снежная пустыня, одним словом, крайний север.